Напомним, что из 49 ледовых переправ на территории республики функционирует 43. По мере возрастания толщины льда поэтапно повышают грузоподъемность уже открытых ледовых переправ. Однако не все водители пользуются официальными переправами и пытаются сократить свой путь обходными путями. Но эти места хорошо известны сотрудникам ГИМС МЧС. И именно там они провели рейд безопасности. Рассказывает Виталий Абрамов. Сегодня инспектора ГИМС и ГИБДД совместно с административной комиссией работают на территории Зеленого Луга и выявляют несанкционированные выезды автотранспорта на лед. Буквально за пару минут были остановлены около 10 машин, в том числе большой груз с 25 тоннами песка. Машин очень много. Пытаемся разворачивать машины, которые едут со стороны города в обратно в город. А те, кто едут с той стороны, получается, наказаны административными протоколами. А штрафы немалые. К примеру, административная комиссия штрафовала водителя грузовика на 200 тысяч рублей. Всего по республике составлено более 250 протоколов по статье 9.10 на нарушителей закона. Однако автолюбители говорят, что они вынуждены здесь проезжать, а кто-то ссылается на то, что не знал об официальной переправе. Переправа республиканского значения Хатасы-Павловск находится далеко, а федеральная Якутск-Бестях до сих пор не открыта. Так через Дракылак же еще не открыто, поэтому и ездим через Зеленый Луг. Мы так экономим целый час пути, да и к тому же там дорога не очень. За несанкционированный выезд на лед грозят штрафы от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, должностных лиц до 50 тысяч и до 1 миллиона юридическим лицам. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.